Ладно. Всем здравствуйте. Меня зовут Макс. Я работаю в компании RAI уже 2,5 года, и я разрабатываю на языке Dart основное свое время. Dart, да, как это ни странно, действительно случаются и другие языки в моей жизни, кроме Dart. Dart на самом деле подарил мне много всяких интересных эмоций, и сегодня с помощью вон того черного, как смоль стаута, я постараюсь с вами поделиться о той самой темной стороне Dart, о которой не принято рассказывать на наших маркетинговых метапах, когда мы заявляем, что Dart жив. Итак, поехали. Dart-пазлеры. Мы все сейчас будем участвовать в этом докладе, потому что тут требуется интерактив с вами со всеми. Я надеюсь, что докладчики передо мной всех вас раскочегарили, и все такие бодрые, веселые. Поэтому поехали. Разминаем мозг. У нас есть класс, который называется Droid. Так, для начала, сколько у нас тут разработчиков JavaScript? Так, отлично, много зала. Так, разработчики Java или C#? Ну, тоже неплохо, кстати говоря. Так, разработчики мобильные? Ну, маловато вас, ну, ладно. Хорошо. Раз JavaScript и Dart приблизительно поровну, значит начнем. Итак, синтаксис, я думаю, вам всем приблизительно знаком. ECMAScript 6, Java классы, C#. Я думаю, с этим проблем не будет. Итак, объявляем класс. У нас есть свойство name. Это свойство name передается как конструктор. И, собственно, дальше из конструктора это свойство name присваивается. В Dart используется так называемый лексический this. А кто из вас имел всякие проблемы с this в JavaScript? Когда this не тот или не то, что вы хотите? Так, что так мало-то? Разработчиков было дофига, а всех мало. То есть ни у кого с this проблем нет. Ну ладно. Итак, что здесь происходит? В Dart, чтобы не было вот таких вот замечательных случаев с this, когда, допустим, у вас this один контекст глобальный, а потом вы оказываетесь в контексте какого-то объекта и вызываете функцию, в результате вы как бы вызываете функцию от глобального объекта вместо того, чтобы вызывать функцию от какого-то конкретного объекта. Очень частый кейс. В Dart для этого придумали простую вещь. А давайте просто уберем this. Ну зачем он нужен? Да. Партизаны хлопают, потому что реально удобно. И это стало очень важной особенностью языка. То есть нам теперь не нужно писать this абсолютно везде, делать .bind this, .call, .apply, двоеточие, два двоеточих, какая-то функция и так далее. То есть способов припиндить тот или иной this много. В Dart же поступили просто. От this избавились нафиг. Он не нужен. Но есть нюанс. У нас есть класс Droid, которому передается аргумент типа name. Далее мы создаем нового дроида, C3PO. И, собственно, вопрос, что будет напечатано в итоге? Есть ребята, которые голосуют за первый вариант. Поднимите, пожалуйста, ваши руки, чтобы я их видел. Так, двое, трое, четверо, пятеро, отлично, шестеро. Хорошо. Дальше. R2-D2. Второй вариант. Так. О, Леша, молодец. И Антон, ну, отлично. Сразу видно подсадные. Так, движуху буду создавать. Так, Droid name, null. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, неплохо. Так, ну и, наконец, самый последний случай, четвертый. Droid name C3PO. Так. Не опускайте, пожалуйста, ваши руки, поднимите, оставьте держать руки те, кто пишет только на JavaScript и ни на чем больше. Подождите, у нас есть два победителя. У нас есть, так, трое. А теперь давайте посмотрим на правильный ответ. И правильный ответ 3. Null. Можете дать пятюню те, кто знает. С чем это связано, ребята? Все очень просто. Поскольку this у нас лексический, это значит, что если у нас имя аргумента совпадает с именем поля, то значит лексический this работать не будет.
Это значит, что мы возьмем аргумент name и присвоим ему значение name. Ну и, собственно говоря, что тут произойдет? Да ничего хорошего и не произойдет. Получится вот такой вот замечательный null. Для того, чтобы пофиксить этот код, достаточно двух простых вещей. Вещь номер один. Мы можем изменить имя переменной name, и тогда во время присваивания все будет просто прекрасно. Это первый способ. Способ номер два. Несмотря на то, что мы избавились от is абсолютно везде, и он у нас полностью лексический, тем не менее, мы все равно можем написать this.name равно name, и у нас тогда код сработает абсолютно корректно. То есть будет выведено как раз-таки то, что мы хотим. Наш любимый дроид name-c3. Собственно, поэтому всегда стоит быть осторожным в именовании аргументов. Мало ли что у вас пересечется со стандартными именами полей. Я надеюсь. Да, да. Леша всегда знает, Леша везде здесь пишет. Ладно, пойдем дальше. Следующий. Класс Jedi. Я думаю, с джедаями все более или менее знакомы. Я думаю, все уже познакомились с синтаксисом Дарта и классами, с функцией main, которая как раз-таки будет у нас исполняться, как и во всех остальных языках. Итак, давайте посмотрим, что здесь происходит. Вот этот вот замечательный синтаксис, он отвечает за опциональные аргументы. То есть мы можем опустить эти самые аргументы, и вот у нас будет работать именно так, как мы хотим. То есть, если не будет передано никакого значения, мы присвоим значение Obi-Wan. Я думаю, с этим все более или менее знакомы. Поскольку в зале много пишущих на JavaScript, посмотрим, как оно себя будет вести. Так, товарищи, первый вариант ответа. Obi-Wan, null и Darth Maul. То есть вначале мы вызываем пустой конструктор джедая, потом вызываем с null, и потом вызываем с Darth Maul. Есть ребята, которые голосуют за первый вариант? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так, десяточка есть, отлично. Так, теперь второй вариант ответа. Есть ли кто-нибудь из вас, кто отважится сказать, что в первом случае будет null? Так, один человек, смело молодой человек. Вы не побоялись быть одним среди этой толпы. Ну а теперь третий вариант. Obi-Wan, Darth Maul. Так, маловато как-то. Раз, так, вот, отлично, руки поднимаются. Сразу видно, десяточка тоже уже набралась. Ну и, наконец, последний вариант ответа, что будет брошена ошибка. Ну, тоже прилично, человек 10 будет. Итак, у нас приблизительно 3 одинаковых варианта ответа, которые, по идее, должны сработать. И что же будет в результате? Отлично. Первый вариант. Господи, почему за него было так мало голосов? Не знаю. С чем это связано? Очень просто. Давайте разбирать по строчке. Пустой конструктор джедай. Пустой конструктор джедай, это значит, что будет значение Obi-Wan. Соответственно, с первым, я думаю, все максимально ясно и понятно. Так, второй конструктор, null. А вот здесь, ребята, мы подбираемся к тому, что так не любят ребята, которые пришли с JavaScript. А ребята с JavaScript привыкли, что какая разница, мы напишем все аргументы, либо что-то передадим null, все равно там где-нибудь получим аргумент и дальше что-нибудь там сделаем. А в Dart не так. Dart имеет очень много общего с C# и с Java. И вот здесь вот, внимание, самый важный момент, что null является собственным значением. Это значит, что пользователь точно знает, что именно он имел в виду. Если он передает null, значит это значение null он и имел в виду, значит его и нужно передать дальше, а дальше может там какая-нибудь проверка на null будет, а может и не будет. Вот, кстати говоря, в Dart второй версии обещают, что введут проверку на nullable, и поэтому эта проблема исчезнет с непонятностью, когда вообще на null проверять, когда не проверять. Ну и, собственно говоря, с третьим, я думаю, все понятно. Мы передали явным образом аргумент, этот аргумент явным образом был передан внутрь, и, собственно, у нас как раз получился именно Darth Maul, каким мы его и хотели видеть. У кого-нибудь есть вопросы по этому поведению? О, надо же, есть один целый вопрос. Господи. Не вопрос. ECMAScript, в JavaScript, дефолтный аргумент точно так же себя ведет.
Да, я не спорю, я просто немножко бросил. Но в JavaScript мы всегда можем немножко опустить аргументы, и тогда уже будет совершенно другой результат. В Dart мы не можем опустить аргументы, потому что нам анализатор скажет: чувак, у тебя сигнатура аргументов не совпадает, ты приведи свою сигнатуру в порядок, не нужно мне тут лишних undefined писать. А почему стринг не сработал? А почему она должна работать? Ты же передал null. Null — это родительский тип абсолютно для всех, поэтому null... Я считаю, что это null, значит, это должно быть null. Окей, идем дальше. Третий паттерн. Поговорим немножко о лени. Лень — замечательная вещь, я очень люблю лениться. Думаю, разработчики Дарта тоже решили немножко полениться, когда закладывали это поведение. Это поведение, предупрежу сразу, оно заложено в спецификации, полностью стандартизировано, и все про него должны знать. Но нет. Не все про него знают, но оно стандартизировано. Итак, что здесь происходит? Мы объявляем массив из одного элемента. Кстати говоря, благодаря тому, что Саша рассказал, мы уже знаем, что массив, у него будет выведен корректный тип, что это будет лист именно интов, а не чего-то там, стрингов, объектов, еще чего-то. Итак, у нас есть массив из одного элемента. Мы итерируемся по этому самому массиву с помощью .map. Я думаю, с этой функцией все знакомы. То есть итерируемся подряд по каждому элементу массива. Дальше на каждую итерацию мы печатаем клон трупера. Ну а дальше, внимание, вопрос. У нас есть вот этот самый iter, то бишь массив после преобразований. Он имеет тип iterable. И дальше, собственно говоря, код, который обращается к элементу, который стоит на нулевой позиции. Вопрос, что получится в итоге? Ну давайте посмотрим. Первый вариант. Клон трупер. Один раз. Раз, два, три, 4, 5. Отлично. 5. Дальше клон трупер 2 раза. Так, как-то у вас много, ребята. Вы что-то разбаловались. Больше десяточки даже. Господи, неужели вы разгадали мой секрет? Так, третий. Null. Так, никто не хочет null. Ну и, собственно, ничего не будет напечатано. Раз, два, 3, 4, 5. Ну окей, хорошо, у вас около 7. И, внимание, ответ. Клон трупера. 2 раза. С чем это связано? Элемент 1 напечатался 2 раза. Все правильно. Дело в том, что... Да, могу немножко отойти. С чем это связано? Дело в том, что у нас вернулся iterable, а iterable, он, зараза, ленивый. И каждый раз, когда вы вызываете методы доступа к определенному элементу массива, мы заново разворачиваем iterable снова и снова. То есть каждый раз, когда мы обращаемся к element add, берется массив 1, у него снова вызывается map, и это повторяется снова и снова, снова и снова. Это очень полезное поведение на некоторых ситуациях, особенно со всякими бесконечными списками и прочим, но это поведение нам сильно вредит, когда мы просто первый раз сели писать язык, пришли с JavaScript, в котором map просто перебирает элементы, ничего ленивого, и вдруг бац, облом. Те, кто пришли с C-Sharp, я думаю, нюхнули пороху, связанному с тем, что коллекции там ленивые, то, что анализатор и ленты им постоянно подсказывают, что, ребята, будьте осторожны, у вас здесь массив может материализоваться несколько раз, поэтому с итераблами нужно быть всегда осторожным. Для того, чтобы избежать этого поведения, что мы могли бы сделать? Поведение номер раз здесь вызвать .toList, и мы таким образом скажем принудительно, что, пожалуйста, материализуй мне список, и больше его материализовывать не нужно. И дальше, когда сколько раз бы мы не выполняли элемент как асинхронное, и мы можем даже здесь написать return, допустим, строчка Anakin is here, то тогда сигнатура этой функции будет future, и дальше с дженериком string. То есть будет вернем future, у которого внутри будет string. И вот это один из интересных моментов на самом деле. То, что мы с помощью вот этой асинхронной
вещи откладываем выполнение на потом. И далеко не факт, что будет вначале Энакин, а потом Вейдер, как вам хотелось бы в хронологии. Затем все.